36 стран закрыли воздушное пространство с Россией. В основном это государства Евросоюза, а также Канада и Великобритания. Наши соотечественники, оказавшиеся на территории этих стран, сейчас переживают, что не смогут попасть на родину. Паниковать не стоит. МИД России совместно с Ростуризмом и Росавиацией работают и составляют списки граждан, которым нужно покинуть тот или иной субъект. Для обращений работает горячая линия 8 495 587 88 60, а также приложение «Зарубежный помощник». Круглосуточный телефон МИДа России 8 495 695 45 45. Для якутян Министерство по внешним связям республики также подготовило горячую линию. Обращаться можно по телефону 8 800 160 59. Также специалисты рекомендуют воздержаться от поездок за границу и по возможности перенести поездку на более благоприятное время. Паниковать не стоит. Сейчас работает горячая линия по линии Министерства иностранных дел России, Ростуризма и Росавиации. И вот эти наши три ведомства, они курируют вывоз граждан, формируют списки. И после формирования списков будет составляться график вывоза наших граждан с этих территорий. Что касается якутян, на данный момент к нам Министерство по внешним связям, делам народов такой информации пока не поступало, но мы все равно мониторим ситуацию. Закрытие воздушного пространства и риск санкционных изъятий воздушных судов стали причиной того, что российские туроператоры отменяют рейсы даже в незакрывшиеся страны. В первую очередь речь идет о карибских направлениях – Доминикане, Мексике и Кубе. Рейсы в эти страны туроператоры снимают как минимум до конца марта. Туристов, которые остались в этих странах, планируется доставлять только в вывозном формате. На фоне этого подорожали турбилеты во Вьетнам и Объединенные Арабские Эмираты. Промониторили цены по направлениям. Конечно, Вьетнам у нас выполняет только один оператор, рейсы из Москвы. Но средний отель 4 звезды на двоих на 12 дней выходит от 350 тысяч и выше. Конечно, это недешево. Египет пока держит цены, да, достойные, держит на том же уровне. Есть туристы, которые у нас приобрели, да, на начало марта, середину, да, Доминикана, Куба. Мы сейчас им предлагаем переориентироваться на те направления, которые открыты в данный момент. Операторы предлагают либо депозит денег до, ну, скажем так, лучших времен, до открытия границ, да, они могут воспользоваться позже. Возврата, к сожалению, сейчас пока никому не делают.